Дыхание короткое дело, да? Женщины, женщины. Пока нет, пока нет, пока нет. Свобода. А, вышел, видишь? Я бы даже сказал простая. А вот необычная постановка. Заслужала. Что представляешь? Что представляешь? Видео кехенен күнді көрәтшілер. Здравствуйте, уважаемые зрители и жюри. Вас приветствует Акулина Семенова. Мне 18 лет. Я являюсь студенткой Якутской государственной сельскохозяйственной академии. Учусь в экономическом факультете на отделении юриспруденции. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добрый вечер, уважаемое жюри. Я рада приветствовать всех вас в этом уютном концертном зале. Меня зовут Емельянова Екатерина. Мне 25 лет. Наступила весенняя пора. Уже слышны радостные перекликания птиц. Ярко светит солнце на лазурном небе. Я надеюсь, что ваши сердца растопят столь прекрасные конкурсантки и подарят великолепное настроение в этот праздничный день. Спасибо за внимание. Здравствуйте, меня зовут Петрова Татьяна. 19 лет, родилась и выросла в городе Покровск. Свою будущую профессию хочу связать с дизайном, увлекаюсь компьютерной графикой, преподаю в школе. Всем желаю замечательно провести этот вечер. Спасибо. Добрый вечер, дорогие зрители и компетентное жюри. Вас приветствует Рыльская Елена. Мне 20 лет. Я представляю Хангаласский улус. Здравствуйте, дорогие жюри и уважаемые зрители. Меня зовут Мария Гущина, мне 17 лет, и в этом году я заканчиваю школу. С детства увлекаюсь танцами и занимаюсь спортом. Добрый вечер, уважаемые зрители. Добрый вечер, жюри. Меня зовут Колосова Алена, мне 21 год. Свою будущую жизнь и профессию я хотела бы связать с джазовым пением, поэтому сегодня, если вы не против, подарю вам небольшой отрывок. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the garden is high. Oh, your daddy's rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Видеокехеннен күнді көрәтшілер, убастывылақ жюрилар. Добрый вечер, дорогие зрители и уважаемые жюри. Я Марфа Павлова, студентка Якутской государственной сельскохозяйственной академии. И свои чувства хочу передать игрой на хомусе.
Жолу дүстүр аналлах, жахон маны жаннарда, жаллах жакускай коракка, меңе улуғын атыттан, нөрен нөрөгөй болохтун. Добрый вечер, дорогие зрители, уважаемые жюри. Поздравляю всех с наступлением долгожданной весны. В этот прекрасный вечер желаю вам незабываемых впечатлений, отличного настроения, а всем участницам успехов, радости, тепла. Здравствуйте, уважаемые жюри и дорогие зрители. Меня зовут Соболева Екатерина, мне 17 лет, я учусь в 11 классе школы номер 31. Сегодня мы собрались здесь, чтобы выбрать самую достойную, самую лучшую и самую красивую участницу конкурса «Мисс Виртуальная Якутия 2005». Надеюсь, у вас останутся только хорошие впечатления об этом вечере. Добрый вечер, уважаемые гости. Я Ксения Алас, мне 20 лет. Я студентка 4-го курса Якутского государственного университета. Будущая профессия – детский педагог-психолог. Надеюсь, что этот вечер останется в вашей памяти надолго. Спасибо. Улыбайся.
а вот скажи мне, пожалуйста, как ты относишься, ну, к таким деловым женщинам, как я, и к эмансипации в целом? Ну, с юмором, конечно. С юмором? А вот и зря. А ты знаешь, что по прогнозам аналитиков вклад женщин в мировой валовый продукт через 20 лет превысит вклад мужчин? Это чё? Ничего себе. Фраза Ну, всем была конечно, понятна. конечно, такое повсеместное проникновение прекрасной половины человечества в сферу бизнеса вызывает отвлечение мыслей мужской половины от производственных задач с вытекающими отсюда, ну, как бы, последствиями. Я вижу, ты записывал. Да. Толя, ну это немножко романтичное, но слишком простое объяснение. Знаешь, как это ученые объясняют? Я тоже зачитаю. Ученые это объясняют прежде всего повышением уровня образования и профессиональной подготовки женщин. Особенно в Якутском государственном университете, да, тут аплодисменты. Браво! Ну что же, на эту тему можно долго спорить, а пока представляем выход девушек в деловых костюмах и интеллектуальный конкурс, который проведет главный знаток страны и сопредседатель жюри конкурса «Мисс Виртуальная Якутия 2005» Борис Бурда. Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, дорогие участницы! И не бойтесь меня, я боюсь значительно сильнее. Это очень трудная задача, интеллектуальный конкурс на конкурсах красоты. Я знаю историю только одного такого конкурса. В нем участвовали не только наши красавицы, но и зрители. Говорят, что на одном большом конкурсе красоты в Америке в финал вышла самая любимая по разным причинам участница. И вот ведущий должен задать ей последний вопрос, такой, чтобы она блеснула и победила. И ведущий задает ей трудный вопрос. Сколько будет дважды два? Ой. Знают.
А эта американка сказала 5. Ведущий схватился за сердце. Что делать? Уже все решили, уже и мэр сказал, и сенатор какой-то звонил. Она должна стать победительницей, а дважды 2 5. Он в панике. И вдруг ее группа поддержки начала скандировать из зала: дай ей шанс, дай ей шанс. Ну попробуй, получится у нас? Ну-ка. Уважаемые зрители, если вдруг будут какие-то трудности, можете скандировать, я это учту. Вот я вас научил. И вот он говорит, конечно, это очень близкий к истине ответ, но вы должны ему уточнить. Ну, маленькая ошибка. Сколько все-таки будет дважды 2? Девушка думает, напрягает свою прелестную головку, морщит лобик. 3. Господи, думает ведущий. Босс мафии уже звонил. Говорил, что застрелит меня, если она не выиграет. Что делать, что делать? Где группа поддержки? Вот так они начали скандировать, и ведущий расцвел. Ну, видите, зрители за вас просят, они в вас верят. Но вот сейчас вы дадите правильный ответ. Дважды 2 4. Так сколько ж будет дважды 2? Девушка, наконец, соображает и говорит 4. Ура! Кричит ведущий. А группа поддержки скандирует: дай ей шанс, дай ей шанс. Надеюсь, что здесь у нас обойдется без таких сложностей. Итак, начинаем наш конкурс. Сначала каждый из вас будет задано по одному вопросу, и начнем мы с Акулиной Семеновой. Акулина, вот очень простой вопрос. Ночной сторож умер днем. Умер, и все бывает. Будут ли ему платить пенсию и почему? Итак, внимание, вот, ночной сторож, ночной, а умер днем. Пенсию ему платить будут? Так, будут ему платить пенсию? Вот смотрите, это... Безусловно. Ну, просто ответьте, да или нет. Да. Да, будут платить. Ну, зачем же мертвому платить пенсию? Объясните, конечно же нет. Акулина, вас подвели эти крики. Будьте уверены, во втором вопросе я буду к вам максимально снисходителен. А теперь у нас вопрос для Екатерины Емельяновой. Змеи сворачиваются в клубок. Жабы стекленеют до ломкости. Волк, в принципе, ничего особенного не делает. А что делает медведь в это время? Медведь сосет лапу. Вот так вот, браво. Екатерина, я, конечно, очень ценю, что вы не только дали правильный ответ, но пошутили. Медведь никогда не сосет лапу. Он просто держит лапу во время сна. Около рта и дыхание оставляет ее мокрой. Но вы совершенно правы, он, конечно, спит. Отличный ответ. Татьяна Петрова. Так вот, я смотрю на этот зал и вижу, ну-ка, да, есть. Не очень много, но здесь есть женщины, из-за которых в Мадриде останавливались уличные движения, случались автокатастрофы еще в начале 20 века. Я смотрю на наших участниц, среди них тоже есть такие женщины. Покажите мне хотя бы одну из этих женщин среди участниц. Я думаю, это Екатерина Соболева. Потому что она блондинка. Совершенно правильный ответ! Браво! В 20-х годах 20 века журналист Алан Милн подарил своему сыну Кристоферу игрушку. Какую? Это плюшевый медвежонок Винни-Пух. Винни-Пух! Совершенно правильный ответ. И очень мужественное решение. Прекрасно, Алена.
Встречайте наших участниц, которые покажут вам свои великолепные вечерние платья. Am I too young for you, babe? Am I too stupid to see? When I get home to see you, I rush off to your charms. It's not to be young. And my love song for you, babe, is it all that you propose? That I'm lying on top of you. Wait, I cannot see. It's not to be young. It's not. But I can't say that I love you anymore. I just wanna make you happy. Just live and fight today. Baby, blue, I'm yours, but only wish it was my plan. Change your wild love song to the world. Is it all that you're waiting for? Patience and you'll see that in too long you'll be alone. You let me go. It's not to be young. Oh, it's not. But I can't say that I love you anymore. I just wanna make you happy. Just live and fight today. Baby, blue, I'm yours, but only wish it was my plan. Change your wild love song to the world. По итогам СМС-голосования победила Алена Толстякова. Алена Колосова набрала максимальное количество голосов на странице конкурса «Мисс Виртуальная Якутия 2005». Мисс зрительских симпатий у нас стала Акулина Семенова. Вот этот конверт. Все как на вручении Оскара. Нет только негра-комика, потому что это было слишком уж политкорректно. И я хочу сказать, что вообще говоря, тяжело судить такие конкурсы. Чувствуешь себя квалифицированной, уважаемой, приглашенной с большими трудами, сволочью, которая единственно может сказать, вот ты чуточку хуже. Неудобно. Правильно, так с нами и надо. Но, к сожалению, что делать? Это конкурс. Одни побеждают, другие не побеждают, но не более того победят в следующий раз. Откроем же этот конверт, тем паче я лично компьютерный фанат и понимаю, что вот такие призы нужны. И я уверен, что этот приз поможет этой участнице ответить на любые трудные вопросы. Приз вручен совершенно кстати. Вице-мисс Якутия стала Екатерина Емельянова. Вице-мисс Виртуальная Якутия 2005 Екатерина Емельянова. Наступил кульминационный момент. Кто же станет королевой? Для оглашения имени обладательницы звания Мисс Виртуальная Якутия 2005
На сцену приглашается председатель жюри, вице-президент Союза юристов России, доктор юридических наук, профессор Якутского государственного университета, президент Ассоциации Сахаада Спорт, мастер спорта Российской Федерации Александр Николаевич Ким Кимен. И мисс Виртуальная Якутия 2004, мисс Якутия 2004, финалистка конкурса Мисс Россия 2004 Сардана Корякина. Итак, имя мисс Виртуальная Якутия 2005. Имя победительницы Мария Гущина.